Правление Национального банка Кыргызской Республики 25 июля 2022 года приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 14%. Решение вступает в силу 26 июля 2022 года. Решение о сохранении учетной ставки принято с учетом следующего. Во внешней среде по-прежнему наблюдается ускорение инфляции. Индексы цен на основные продовольственные товары остаются высокими, несмотря на некоторое снижение в последние месяцы. В этих условиях инфляционное давление Кыргызской Республики сохраняется. В июле 2022 года на 15 число годовая инфляция составила 13,6%, в июне 2022 года 13,1%. Основными проинфляционными факторами в нашей стране остаются общий мировой рост цен на продовольственные товары и постепенное восстановление спроса. При этом ключевые индикаторы экономического развития Кыргызстана демонстрируют положительную динамику. По итогам первого полугодия 2022 года темп прироста ВВП составил 6,3%, без учета предприятий по разработке месторожденных культур 3,9%. Все отрасли экономики показали активный рост. Наиболее высокие темпы прироста отметились в секторах промышленности, услуг и строительства. Значимый вклад в рост экономической активности внесло устойчивое восстановление внутреннего спроса. Текущая денежно-кредитная политика Национального банка направлена на сдерживание инфляционных процессов экономики и минимизацию негативного влияния глобальной тенденции роста цен на товарно-сырьевых рынках. Одним из наиболее важных результатов проводимой денежно-кредитной политики является повышение привлекательности финансовых активов в СОМах, в том числе срочных вкладов населения в СОМах. Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 14%. Поддержание текущего курса монетарной политики необходимо для снижения влияния возможных рисков и последствий внешней конъюнктуры. Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости принимает соответствующие меры для достижения целей по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде.